Доброе утро, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». В студии работает Ларина Сукуева, за режиссерским пультом Мария Новгородова и Николай Слепцов. На календаре 16 июня, среда, и сегодня наш выпуск мы посвящаем Дню медика, который отмечается каждое третье воскресенье июня, и в этом году это 20 июня. В области медицины трудятся миллионы наших соотечественников, врачи, медсестры, фельдшеры, работники скорой, санитары, но всех их объединяет общее желание помогать тем, кто в этом нуждается. А в последние 2 года медики оказались на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса. Без того напряженные будни врачей сегодня превратились в настоящую битву. Но в любом случае издавна к профессии врача всегда относились с большим уважением, ведь без нее невозможно развитие человечества. И сегодня я с радостью хочу представить вам своих первых гостей. Это Василий Прохоров, заместитель главного врача по неонатологии, врач-неонатолог Якутской республиканской клинической больницы, и Марина Трофимова, врач-инфекционист этой же больницы, председатель правкома. Доброе утро. Здравствуйте. В первую очередь, конечно, примите мои самые сердечные поздравления с наступающим праздником, Днем медика, с вашим профессиональным праздником. И традиционно Спасибо. К этому празднику принято подводить итоги. С какими результатами встречают День медицинского работника специалисты в белых халатах Якутской республиканской клинической больницы? К этому празднику мы, как всегда, подходим с хорошими результатами, можно сказать. Нельзя праздник отмечать с каким-то негативом, да. И вот почему этот день летом, потому что люди в отпуска, радость, природа. И вот уже за полгода какие-то результаты видны, вот, допустим, от начала. И вот все-таки наша больница очень напряженно трудится, и в связи с коронавирусом, и вообще, поскольку она была первая градская, потом она стала республиканской клинической, это база и колледжа, и института, поэтому очень много направлений. И тем более у нас соматических отделений много, и присоединился в 2018 году перинатальный центр. Вот про него расскажет Василий. Результаты, если в цифрах, то, конечно, они впечатляют. За 2020 год у нас 20 тысяч с половиной больных прошло. За полгода вот сейчас 7 тысяч почти с половиной. Это только по соматическим, не считая, про ковид, наверное, немножко позже скажем, да? Вот. На сегодня в больнице 820 койко-мест. Было 549, и прибавился вот ковид, которым сейчас мы являемся региональным ковидным центром. И вот эти койки вот работают в полную мощь на сегодня. А сколько врачей работает в республиканской клинической больнице? У нас в больнице штатные единицы были 1400 человек, а в связи, опять же, с новыми веяниями прибавилось, потому что временные работники пришли, очень штаты стали большие. И медиков из них, конечно, было это 1100, 1200, вот сейчас уже считаем. Конечно, есть люди, которые не медики, это наши техники, обслуживающий персонал, бухгалтера, экономисты. Это же ведь тоже все люди работают на больницу, одним делом занимаемся. Вот вы сказали, что медиков достаточно много, получается, более 1000, да? А есть ли среди них семейные пары или, может быть, целые династии? Династии, конечно, это люди, которые занимаются одним делом, да, это род, семья. Таких династий у нас было 3, вот прямо поколение бабушек, дети и внуки. Но вот сейчас осталось 2 династии, потому что старшее поколение уходит, к сожалению, да. И это вот мама, дочки, внуки, да. Вот, и у нас сейчас их 2 такие династии. Но у нас есть и семейные пары, которые вот могут даже свою династию-то и создать, допустим, в нашей больнице. Таких пар у нас 12. Это люди, которые нашли друг друга в нашей больнице, или они пришли сразу уже в нашу больницу, да. Вот, у них дети, возможно, и по стопам родителей пойдут, тоже посмотрят, как. И вот мы их, конечно, тоже поздравляем. Очень много у нас многодетных семей, многодетных пар. Поэтому вот
так расширяемся, можно сказать. А вы кого хотели бы особенно отметить? Может быть, ветеранов, которые вот преданы профессии уже много лет? Вот отметить, знаете, очень хочется многих. Ну, чтобы вот, называя имена и фамилии, знаете, боюсь пропустить кого-то, чтобы никого не обидеть, да. Но ветераны у нас, да, есть ветераны войны и тыла. Это в первую очередь люди, которые вот прошли вот это тяжелое время. Их было много. Сейчас с каждым годом, к сожалению, тоже ветераны уходят. И на сегодня у нас 2 человека, которые относятся к этой категории. Это ветеран тыла, работающая в годы войны в больнице у нас, да. Это Белялова Раиса Александровна, врач-бактериолог, помнит вообще все тонкости, нюансы того времени в здравом уме и памяти. И также ветеран войны — это ребенок, вывезенный с Ленинграда, Зипунова Людмила Тимофеевна, всю жизнь проработала вот у нас, тоже медицинская сестра, вот недавно буквально ушла только на заслуженный отдых. Тоже здравия им всем желаем, долгих лет жизни. И, конечно, ветераны труда. Это люди, которые проработали более 35 лет, и ветераны больниц. Видите, категория ветеранов очень большая. И вот перечислять, конечно, очень много, да. Но в настоящее время вот, ну, 2 вот сейчас вот самых таких назову, которые работающие ветераны. Это вот Корякин Сафрон Павлович, врач, он работал заведующим лабораторией, сейчас вот врачом, лаборантом. И Реснова Татьяна Павловна, акушер знаменитый, ну, в общем-то, его тоже многие все знают, через ее руки столько прошло новорожденных. Про вот акушерство мы отдельно поговорим да, с Василием да, Романовичем. Василий Романович Да, расскажет. в каждой службе у нас очень много ветеранов, вот, пульмонологической, акушерской службе, да, гастро, например. Везде свои ветераны есть труда, вот, например. Корякин, да, он у него стаж медицинский более 60 лет. Можете себе представить? Вот, более 60 лет человек работает. Вот. Также у нас в акушерстве есть, которые до сих пор работают. Это, хочу отметить, Александров Радомир Иванович, он врач-неонатолог, более 40 лет у нас работает, начинал свою трудовую деятельность тоже в Якутской клинической больнице, да, работал участковым неонатологом, педиатром работал, был заместителем перинатального центра в НЦМ по неонатологии. Сейчас работает у нас заведующим. Также вот Сосина Наталья Титовна вот до сих пор у нас работает, заведует отделением патологии недоношенных детей. Ну и много вот, такие как Жданова, Клара Павловна, Ревина Алла Давлетовна, вот, Станкевич Тамара Семеновна и Волкова Тамара Васильевна. Вот все они вот отдали, можно сказать, вот свою жизнь. Профессии. Да, профессии. Вот. Замечательно. К нашей беседе хотят присоединиться телезрители и радиослушатели. Доброе утро, мы вас слушаем. Сегодня наш выпуск посвящен приближающемуся Дню медика. Доброе утро, мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. Тох кадгамин кыспы небевитин искалина не бара медицина лидер гадлисун марам бара эбевит кадгамин кыхым бара медиктар кыхым булана докускайдага булана мединститутка булана тугунан искусственный быры юскетер тетугу юскетер тенен кага митака дигта фагамра. Главное дровера булуктун надо буллади. Унха мулан балахле хетреген. Мені булан хлоре кетгенен була лаборатория зир красен зонага маска кетен бара хиддер. Особенно нагастан кия гаскалуле лихиддер. Спасибо вам за звонок. Прокомментировать хотите этот звонок? Ну, очень приятно, что такие вот династии до сих пор существуют, да. У нас тоже вот, ну, можно сказать, не династия, вот в акушерстве есть Игнатьева Наталья Николаевна, у нее мама тоже, да, знаменитый наш акушер-гинеколог по республике. Она была у нас заместителем по акушерству, да. Игнатьева Изабелла Яковлевна, может, многие знают, да, вот, и мама, и дочка вот, работают у нас
Ну, мама сейчас, конечно, уже как бы на заслуженном отдыхе находится, а дочь возглавляет у нас гинекологическое отделение. Наталья Замечательно. Николаевна, да. У нас в студии снова телефонный звонок. Доброе утро. Еще раз. Доброе, говорите. Галавский Улус Валерий Иванович. Очень приятно, Я говорите. часто слушаю ваши передачи. Вот хочу поздравить участников прямого эфира с наступающим Днем медика. Спасибо. Спасибо. И вопрос у меня такой вот. Многие люди вот заблуждаются, да я и сам-то точно не знаю. Вот я хотел спросить вас о главном. Клятва Гиппократа есть такое вот. Вот как она, официальная церемония, или же, допустим, это так вот заносится автоматически, дается, или как. И вот про него что-то хотелось бы узнать. Допустим, я вот, поступая в ряды вооруженных сил, вставали на колени, присягали, давали присягу и целовали знамя части. А у вас как вот это Интересный делается вопрос. в данный Спасибо. момент? Как сейчас, да, дают клятву Гиппократа? Ну, клятву Гиппократа мы даем, выпускаясь из медицинского института. В данном случае вот у нас университет тогда, когда мы закончили, при вручении диплома мы, конечно, тоже присягали, получали диплом, зачитывали эту клятву Гиппократа, ну и как бы стараемся ею следовать. А в отделениях, больницах она висит у нас на стендах, например, чтобы все-таки не забывали, да, ну, напоминали о том, что мы такой профессии служим. Поэтому вот тоже торжественно это было. Ну, такое это слово. церемония, конечно, неофициальная, нигде Да. мы подписи не ставим, да, Да. никаких документах. Это чисто вот такая символическая вот. Василий Да. Романович, вот возвращаясь, да, к вашей специальности, вот есть ли у вас, может быть, традиция встречать этот праздник вместе с теми детками, которых вы выходили, то есть недоношенные детки, которые уже выросли, окрепли? Да, у нас ежегодно, да, есть такое мероприятие, День недоношенного ребенка. Он проходит 17 ноября, да, он международный праздник, он проходит. Мы его отмечаем у себя здесь в республике с 2013 года, а так он основан в 2009 году. И вот в этот праздник, в этот день мы всех своих пациентов, да, которые выходили, да, которые у нас родились, вот 2 перинатальных центра, мы собираем их у себя, приглашаем, устраиваем им праздник, приглашаем родителей, всех своих выпускников. Ну и устраиваем там праздник, подарки дарим, концерты устраиваем. И, Ну, отрадно, наверное, да, видеть очень детишек. отрадно. Есть такая же группа, много групп, там странички в Инстаграме. Вот, и вот всё. Конечно, Так мы проходит ваш отслеживаем, да, праздник. Огромное спасибо вам за участие в нашей программе. Я вас еще раз поздравляю с наступающим профессиональным праздником. Спасибо. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Доброе утро! Программа «Якутск» сегодня продолжает свою работу. И я напоминаю, что весь сегодняшний выпуск мы посвящаем медикам. Ведь в это воскресенье вся медицинская общественность отмечает свой профессиональный праздник. И сегодня у нас в гостях кандидат медицинских наук, врач-психиатр, заведующая мужским отделением Якутского республиканского психоневрологического диспансера Мария Яковлева. Мария Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Поздравляю вас с наступающим праздником, Днем Спасибо. медицинского работника. Есть ли у вас какая-нибудь особая традиция отмечать этот день? Ну, у меня лично особо какой-либо традиции нету, но мы со своими коллегами в основном ежегодно выезжали в местность Усть-Хатын, где справляли наш летний праздник ИСЭХ, ну и в том числе наш профессиональный праздник. Но, Совмещали, да, получается. совмещали, да. Но в последние 2 года из-за ограничительных мероприятий, как вы знаете, это все отменилось, потому что это достаточно такие большие мероприятия с большим скоплением людей. Мгм. Ну, Мария Владимировна, вы психиатр. А вообще, кто такой психиатр и чем он отличается, например, от психолога? Ну, это очень частый вопрос. Мне постоянно спрашивают, то есть даже иногда путают, говорят, что вот вы психолог. Да, на самом деле психолог и психиатр — это абсолютно разные специалисты. Психологи, они, конечно же, больше занимаются проблемами условно психически здорового человека, да, ну, могут, конечно, помогать при каких-то пограничных состояниях, да, легких. Психиатр — это, конечно же, врач в первую очередь, да, С то есть, медицинским да, образованием. он занимается уже лечением больших психозов, тяжелых психических расстройств, и только врач-психиатр имеет право назначать медикаментозное лечение.
Мгм. А какими особенностями нужно обладать, чтобы состояться в этой профессии, в профессии психиатра? Ну, психиатрия, я вот лично считаю, что это одна из сложнейших специальностей в медицине, потому что психиатрия, она стоит на стыке дисциплин, и чтобы быть психиатром, конечно, нужно ориентироваться во многих вопросах, в том числе социологии, культурологии, философии даже. То есть в первую очередь надо иметь очень хороший кругозор. Я вот лично так считаю. Мария Владимировна, не могу не задать вопрос о шизофрении. Вот излечима ли она? Очень спорный вопрос. Я всегда говорю, шизофрения рознь, потому что шизофрении очень много различных форм, течений, да. Какие-то течения более благоприятные. Допустим, есть одноприступное течение, да, когда человек в молодом возрасте приносит приступ и дальше уже не болеет. Есть непрерывное течение, которое как началось и течет, и в течение какого-то непродолжительного времени приводит уже к очень грубому дефекту личности. Ну, поэтому, соответственно, надо смотреть по клинике, по откликаемости на терапию. Ну, тут уже такие сугубо медицинские особенности, да. Поэтому вполне вероятно, если это благоприятное течение, то это может быть один приступ за всю жизнь. А как много вообще больных шизофренией у нас в республике, в городе? Ну, точных цифр я не знаю, потому что, ну, как бы я приблизительно знаю, что 1% любой популяции, ну, это всем известные данные для любого психиатра, это известно, да, что приблизительно 1% всего населения, ну, популяции любой, да, страдает теми или иными расстройствами шизофренического спектра. Туда входит не только шизофрения, но туда и входят велотекущие процессы, да, это шизотипическое расстройство, шизоаффективные расстройства, ну, наверное, для слушателей и зрителей это неинтересно, да, и также туда входят недиагностированные формы шизофрении. Ну, то есть вот приблизительно такое у нас процентное соотношение. А как выглядит приступ шизофрении? Ну, вот я могу рассказать стандарт. То есть я вот как вижу практически каждый день, я в первую очередь практикующий врач, выглядит это, конечно же, в большинстве случаев ну, достаточно остро, да. То есть человек заболевает в течение, ну, в большинстве случаев в течение там непродолжительного времени, это 2-3 недели, на раскрутку состояния, как мы говорим, да, то есть сначала все начинается с каких-то таких вот небольших симптомов, это может быть эмоциональная неустойчивость, нарушение сна, и дальше это как снежный ком нарастает, и за короткое время, конечно же, появляется совсем неадекватное, нелепое поведение. Человек начинает испытывать галлюцинации различные, слышит голоса, часто очень высказывают бредовые идеи, чаще всего преследования, да. И это, конечно, выглядит очень вот так вот ярко, буйно, то есть человек совсем находится в психомоторном возбуждении, ведет себя совсем неадекватно. Но я всегда родственников успокаиваю, чем острее начинается психоз, тем благоприятнее он по течению, да. А вот тихое помешательство, когда человек начинает долго, тихо болеть и постепенно ухудшается симптоматика, тут, конечно, прогноз гораздо хуже. А почему появляется шизофрения? Передается ли она, может быть, по наследству? Вообще в чем причина? Причина так и неизвестна. Вот, несмотря на то, что медицина шагнула вперед, что вот развивается семимильными шагами, до сих пор причины, почему у человека развивается шизофрения, нету, да. То есть я думаю, что если кто-то найдет, он сразу получит Нобелевскую премию. Насчет наследства? Насчет наследственности, да. Это вот одна из теорий развития шизофрении, и на самом деле на практике она иногда срабатывает, да. То есть есть у нас такие пациенты в родословной, которых есть больные шизофренией, и вот как бы шизофрения, она передается, да, вот через поколение, там, ну, по разным там ветвям, да, но я бы хотела отметить, что есть такие случаи, когда нет наследственности, да, то есть родословная чистая, семья благополучная, и тут кто-то из детей болеть начинает, то есть и родственники все разводят плечами и не знают, что делать. Угу. Есть мнение, что согласно термину шизофреногенная мать существует особый тип поведения матери, который может вызвать у ребенка развитие шизофрении. Также есть понятие индуцированного бреда. Это когда человек под влиянием другого заражается сумасшествием. Это действительно так? Это действительно так.
Теория шизофреногенной матери — это как раз-таки одна из теорий, так называемых психодинамических теорий шизофрении развития, да, то есть где психологические какие-то факторы вызывают развитие вот этого тяжелого заболевания, да. Ну, какую мать мы называем шизофреногенная мать, да? Это в первую очередь эмоционально холодная женщина, которая гиперопекает своего ребенка, то есть она вмешивается в его личную сферу, при этом она эмоционально не имеет никакой связи с ребенком, да, то есть она просто грубо может вмешаться, все контролировать, но эмоционально она не дает того тепла, которое дает мать. Индуцированный бред — это тоже феномен достаточно часто встречающийся. Ну, я могу привести только один пример. Ну, не все секты, конечно, хочу сказать, да. Ну, возьмем какую-нибудь такую совсем экстремальную секту. Во главе там всегда стоит человек, индуктор бреда, да, то есть это человек чаще всего с психическим расстройством, да, и вокруг него находятся люди, которых он индуцирует вот этой своей бредовой идеей, да. Но чтобы быть индуцируемым, все-таки это нужно иметь какие-то определенные особенности психики, да, то есть это надо иметь недостаточное интеллектуальное, допустим, развитие, да, или низкое интеллектуальное развитие, да. То есть ведомый человек. Да, ведомый человек. Или находиться в какой-то жизненной сложной ситуации, допустим, да, или иметь те или иные пограничные расстройства, да. То есть психически здоровый человек, вот, с нормальным интеллектом, он, в принципе, не должен индуцироваться вот индуктором. Но индуктор — это чаще всего пациент с шизофренией, с различными бредовыми идеями. А это касается тех людей, которые говорят, что видели НЛО? Ну, я думаю, что часть, конечно, таких людей может быть, да, нашими клиентами или пациентами, да, но никто же не отменял заблуждений человеческих простых. Вполне возможно, что кто-то заблуждается просто-напросто. А кто чаще и больше подвержен шизофрении, мужчина или женщина? Вообще считается, ну, хотелось бы сказать, что женщины и мужчины болеют не одинаково, а равнозначно, да, то есть, но есть разница между шизофренией у мужчины и у женщины, потому что мужчины болеют, как правило, тяжелее. И мужской пол является предиктором более тяжелого течения, да, шизофренического процесса. Женщины болеют более легче, у них более благоприятное течение, ну и, соответственно, и прогноз лучше. А в каком возрасте проявляются вот первые симптомы чаще всего? Первые симптомы проявляются в молодом трудоспособном возрасте, и поэтому шизофрения считается социально значимым заболеванием, да, это от 20 до 35 лет, то есть самый такой пик трудоспособности человека. Я еще слышала мнение, что вот у женщины тяжелые роды или вот послеродовая депрессия также может спровоцировать шизофрению. Это так или все-таки может, да? Да. У женщины роды являются очень мощным фактором для индукции психоза, да, и очень часто бывает, что в течение 6 месяцев после родов женщины, ну, которые имеют, допустим, наследственную какую-то отягощенность, да, они дают вот какое-то психотическое состояние, то есть дебют шизофренического процесса происходит. Стоит ли обращать внимание на социально-культурный контекст постановки психиатрического диагноза, когда есть связь между формированием бреда и исторической эпохой, например, синдром Наполеона или вот заболел из-за гипноза Кашпировского, это вот когда вот 90-е, 80-е да, годы? это вообще обязательное условие, потому что бред все-таки он формируется исходя из культурных особенностей, да, то есть вот в каком обществе проживает человек, живет, вот такой вот и фабула бреда будет. То есть на сегодняшний день Наполеонов у нас нет, это однозначно, потому что это уже не актуально. А что актуально? Ну, актуально на сегодняшний день, наверное, магическая фабула, колдовство, шаманы. Да, то есть это достаточно популярно в обществе, соответственно, это звучит всегда в переживании наших пациентов. Вообще вот эта психопатология, бредовые идеи, галлюцинации — это вот такое кривое зеркало тех актуальных вещей, которые творятся в обществе. Угу. А еще в последнее время стала модной психосоматика. Вот, дескать, болит сердце, значит, тебя не любят родители. Болеешь бронхиальной астмой, значит, у тебя
много невыговоренных слов, ну и так далее. Вот с этим вы согласны? Да, я согласна. Вообще психосоматическое направление психиатрии, вообще я считаю, что это самое актуальное направление, потому что на сегодняшний день психосоматика — это, наверное, не знаю, передовое направление. Как показали исследования очень многие, да, при очень многих соматических заболеваниях, допустим, такие стандартные заболевания, как гипертоническая болезнь, да, онкологические заболевания, фактором, который индуцирует, то есть фактор, который предшествует развитию этого заболевания, является какой-то психический стресс, или хронический, или острый, да. И, конечно же, пациент находится в состоянии депрессии или каких-то пограничных состояний, и ему необходимо оказывать помощь, да, не только со стороны основного заболевания, но и со стороны психического состояния. Огромное спасибо, Мария Владимировна, за интересную беседу. В канун праздника поговорили о шизофрении. Я поздравляю вас с наступающим вашим праздником, вас и всех ваших коллег. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу, а далее продолжим. Доброе утро! Программа «Якутск сегодня» продолжает свою работу. Напоминаю, сегодня весь наш выпуск мы посвящаем Дню медицинского работника. А медицинский работник, его можно сегодня называть героем нашего времени, и свой профессиональный праздник многие врачи отметят на своем рабочем месте, спасая жизни и здоровье пациентов. Я рада представить вам Екатерину Захарову, заведующую стационаром Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, главного внештатного офтальмолога Минздрава нашей республики, кандидата медицинских наук, заслуженного врача России. Екатерина Кимовна, доброе утро. Поздравляю вас с наступающим праздником. Спасибо. С какими результатами встречают День медицинского работника специалисты в белых халатах в вашей офтальмологической клинике? Якутская республиканская офтальмологическая больница на сегодня это ведущее учреждение третьего уровня в нашей республике, которое оказывает практически все виды медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичную медицинскую помощь. Достижения у больницы достаточно большие, и в этом году проделано тоже немало работы. Уже за этот год создано 3 филиала в районах республики. Активно выезжают специалисты, в том числе и с плановой хирургической помощью. На сегодня были выезды фактически выполнены в 3 района. Из них в Нюрбинском районе было прооперированы пациенты всей Вилюйской группы районов, как в нашем межрайонном центре. Угу. Кого бы вы хотели в первую очередь поздравить? Конечно, своих коллег хотелось бы поздравить, потому что это нелегкий труд. Особенно в наше современное время, когда существует, к сожалению, повышенная заболеваемость этим новой коронавирусной инфекцией. Поэтому, конечно, все испытывают неудобства, сложности в работе. Поэтому очень хочется поздравить своих коллег, наших наставников, учителей с Днем медицинского работника, потому что, несмотря на все эти трудности, работа продолжается, и помощь больным оказывается в полном объеме. Вы спасаете зрение. А много ли на сегодняшний день в нашей республике специалистов-офтальмологов? На сегодня в республике работает 137 офтальмологов, и это количество достаточное. Я заметила, что в нашей республике довольно-таки много людей с плохим зрением. Это национальная или климатическая особенность, или я не права? Нет, вы правы абсолютно. Это и климатическая особенность в том числе. Нужно понимать, что у нас очень все-таки суровый край, очень длительный зимний период, когда дети, например, школьного возраста, да и постарше люди, они находятся длительное время в замкнутом пространстве, в помещении. Особенно это касается детей, когда фактически зрительный аппарат постоянно упирается в стенку. И плюс сейчас, видите, очень развито обучение на дому. Помимо этого, очень много работы близко. Гаджеты, телефоны. Современная жизнь, к сожалению, без этого не существует, поэтому, конечно, развитие близорукости огромное у нас в республике. Это характеризуется наличием, например, климатических особенностей. И существуют расовые особенности тоже. Например, в течение глаукомы у нас существуют особенности, так называемые, характерные для азиатской популяции, которые обязательно нужно учитывать, да, и при этом, зная эти особенности, можно оказать помощь пациенту так, чтобы мы могли сохранить ему зрение. Какие операции сегодня выполняет ваша клиника? Операции клиника выполняет в полном объеме практически все. Это и при хирургии катаракты,
и при хирургии глаукомы, и при заболеваниях сетчатки, патологии стекловидного тела, практически полный объем. А вот расскажите о плановых операциях, как вам попасть, как долго ждать? Вот. Ну вот на сегодня у нас существует, к сожалению, очередь, но на единственный вид помощи это для пациентов с неполной катарактой, еще раз подчеркиваю, у которых на сегодня есть предметное зрение. Вот на сегодня эта очередь для них существует, она существует в течение 6 месяцев. Угу. Вот Иван Луцкан в своем блоге рассказал о новом оборудовании, комбайн нового поколения Ева, который прибыл из Нидерландов. Какие операции теперь можно выполнять в вашей больнице? Ну, у нас и раньше были на оснащении, и есть в оснащении комбайны. Комбайн – это прибор, который позволяет выполнять оперативное лечение при различных патологиях, например, при катаракте и при витреоретинальной хирургии. Они для этого и предназначены, то есть при патологии сетчатки и стекловидного тела. Конечно, вот то, что мы приобрели новый препарат Ева, который так в переводе и означает повышение остроты зрения Ева, вот, он предназначен, просто он приобретен в очень хорошей современной комплектации. И он создает очень благоприятные условия для работы хирурга, дает больше ему возможностей. Фактически все эти аппараты, они имеют, каждый раз имеют повышающие, так сказать, резервы. То есть у них все время выполняются новые современные разработки в этих аппаратах, носятся. Это и частота резов, то есть, это достаточно сложные специфические такие особенности, которые поймут специалисты. Но мы можем оказывать помощь, больным людям с катарактой и с патологией сетчатки. Угу. А я еще слышала, что ваша больница планирует расширить географию деятельности. Тут уже речь идет не о районах, а именно вот на Дальний Восток. Вот. Какие у вас планы по этому поводу? Мы всегда выполняли выездную помощь и можем выполнять эту выездную помощь, может быть, и на Дальний Восток тоже. Почему нет? Все зависит от организационных, так сказать, особенностей. Тут уже больше нужно организаторам поработать. Насчет лазерной коррекции не могу не задать вопрос. Мне кажется, она до сих пор актуальна, не сдает своих позиций. Вот сейчас как много людей приходит на лазерную коррекцию и какова эффективность? Лазерная коррекция, она до сих пор эффективна, и она выполняется, достаточно активно выполняется, и это эффективно. А самое главное, в нашей республике она безопасная. То есть фактически за столько времени, с 2012 года мы выполняем лазерную коррекцию, рефракционную хирургию, осложнений не было. Ага. Ну вот еще у нас с недавнего времени стала выполняться на коммерческой основе, да? С чем это связано? Я хочу немножко тут разъяснить, что данный вид помощи вообще на территории РФ оказывается платно. Почему? Потому что это выполняется помощь людям с определенным видом рефракции. Когда нет прогрессирования близорукости, это раз, и когда у нас нет изменений на глазном дне. То есть фактически это не заболевание, это определенный вид рефракции, при котором мы можем помочь человеку улучшить его зрение. Вот. Для его выполнения, конечно, нужен очень дорогой расходный материал, и именно таким пациентам выполняется на коммерческой основе. А есть противопоказания, кому можно и кому нельзя? Конечно, есть противопоказания, в том числе, например, прогрессирование близорукости, изменения на глазном дне, возраст тот же самый, тонкая роговица, особенности. Таких противопоказаний очень много. А вот насчет возраста хотелось бы уточнить. До скольки лет? В среднем обычно 40-45 лет, но все индивидуально, особенно в 45 лет касаемо. Ага. Насчет аппаратного лечения хотелось бы тоже задать вопрос. Некоторые мамочки, например, думают, что это ерунда, грубо говоря. Можно ли обойтись без аппарата? Ведь раньше говорили, достаточно делать гимнастику глаз. Аппаратное лечение – это достаточно существенный, хороший, эффективный метод лечения, но нужно понимать, что он должен выполняться вкупе. Вкупе обязательно с общим здоровьем, с повышением общего здоровья ребенка. Потому что если у нас будет ребенок, который не занимается физкультурой, у которого нет никакой подвижности, это сидячий образ жизни, у которого изменение позвоночника, конечно, такому аппаратное лечение, может быть, поможет, но не в полной мере. То есть все это должно выполнено быть в комплексе, особенно с педиатрами. Но еще раз надо понимать, что у нас слишком длинная зима. Дети очень много находятся в замкнутом пространстве. Я, например, как главный специалист, считаю, что эту проблему нужно решать системно. Почему? Потому что для нас, именно для нашей зоны, такой арктической, можно сказать, практически, у нас очень много зимнего периода, нам нужно чаще проводить уроки физкультуры. То есть эту проблему нужно решить системно. Кружки – это хорошо, но, понимаете, одни смогут повести, другие не смогут. А на урок физкультуры обязаны приходить. Поэтому, если бы, по моему взгляду, урок физкультуры должен проходить каждый день.
каждый день и, может быть, даже 2 раза в день. То есть не трижды в неделю, да? Ни в коем случае не трижды, но каждый день обязательно. Ребенок должен выбегаться, он должен получить физическую нагрузку. Но его же сейчас даже в школу возят на такси, на машине. У него нет никакой физической нагрузки. И при этом у него телефон постоянно под рукой. А ночные линзы могут помочь в этом вопросе? Ночные линзы, да, помогают очень неплохо. Это ортокератологические линзы, которые одеваются на ночь ребенку, а утром он их снимает и имеет хорошее зрение. То есть здесь коррекция происходит за счет того, что воздействуется на эпителий роговицы. Эта линза действует через слезу, то есть безопасно. Но такие линзы требуют постоянного контроля офтальмолога. Постоянного. И тут нужен специальный прибор, кератотопограф, и обученный специалист. Много ли у вас на сегодняшний день молодых специалистов? И вообще профессия врача-офтальмолога насколько популярна у молодежи? Ну, достаточно популярна. У нас специалистов достаточно много. Вот на сегодня 7. В этом году у нас 7 человек заканчивают ординатуру, клиническую ординатуру по офтальмологии. То есть 7 молодых специалистов льются в ряды офтальмологов. Вот было 137, станет 144. 4, да. И я Да. еще слышала, что в нашем университете открываются кафедры, да, офтальмологии. Да. Ага, ну это замечательно. Это будущее. В прошлом году в вашей больнице открыли инфекционное отделение для больных COVID-19. Вот как это отразилось на плановой медицинской помощи? Ну, отрицательно никак. Ну, все прошло хорошо, Да, все по плану. да. Ну и, конечно же, не могу не задать вопрос еще раз, да, кого бы вы хотели поздравить в канун праздника? Всех ваших коллег, всех, кто связан с медициной. Но мне еще раз хочется присоединиться ко всем поздравлениям и от себя лично тоже поздравить всю нашу армию офтальмологов, всех наших замечательных медицинских сестер, всех наших помощников, не офтальмологов тоже, потому что мы не можем работать тоже без наших помощников. Это и бухгалтера, экономисты. Это огромная армия хозяйственных работников, которые нам помогают в достижении наших целей, а именно повышение здоровья. Огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе. Я желаю вам удачи, отличного настроения. Еще раз поздравляю с вашим профессиональным праздником. Дорогие друзья, напоминаю, что День медицинского работника будет отмечаться в это воскресенье, 20 июня. А вообще этот день, этот знаковый день отмечается каждое 3-е воскресенье июня. И в этом году выпадает именно на это воскресенье. Так что пользуйтесь случаем, поздравляйте всех своих знакомых, друзей, родных, близких с этим праздником. Ведь действительно, что медицина без медиков наше человечество бы не развивалось. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Ларина Сукуева, за режиссерским пультом Мария Новгородова и Николай Слепцов. Всего доброго и до свидания. До свидания.